Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется из-за несоблюдения санитарных мер. Более 50 человек в реанимации. Основные причины возникновения лесных пожаров – человеческий фактор. В регионе проводят проверки. Ленск преображается, в городе реконструируют парк. Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 87 человек. 45 заболевших в Якутске, в Усть-Алданском районе 10, в Мирнинском районе 6, в Мегино-Кангаласском районе 5. По 3 новых случая выявлено в Жиганском, Ленском, Намском и Нерюнгринском районах. В Нижнеколымском, Среднеколымском, Татинском и Хангаласском районах по 2. Один случай зарегистрирован в Усть-Майском районе. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. С сегодняшнего дня у нас возобновилась работа оперативного штаба уже лично под моим руководством. Мы будем ситуацию сейчас держать под постоянным контролем для того, чтобы в ближайшее время не допустить дальнейшего роста заболеваемости и, конечно же, уже переводить его в нормальное русло. По всем выявленным случаям у нас контакты выявляются, работа Роспотребнадзора, учреждениями здравоохранения в районах проводится. В принципе, никакого недостатка в лекарственных препаратах мы не наблюдаем. Между тем, по данным портала «Стоп коронавирус Якутия», с начала пандемии в республике от COVID-19 скончались 100 человек. Во время брифинга по эпидситуации в Якутии глава региона Айсен Николаев заявил, что в республике растет число больных коронавирусной инфекцией старше 65 лет. К сожалению, вынуждены еще раз констатировать, что у нас эпидемиологическая настороженность резко упала. У нас выросло количество заболевших лиц старшего поколения, старше 65 лет. И это привело к тому, что на сегодняшний день 51 человек у нас находится в реанимации. Из них 9 на искусственной вентиляции легких. Те меры, которые сегодня должны принимать органы местного самоуправления, в первую очередь, на мой взгляд, они недостаточны. Мы еще раз требуем, чтобы во всех учреждениях проводилась термометрия в обязательном порядке. В обязательном порядке должна проводиться дезинфекция помещений. И, конечно же, работники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. К сожалению, опять же, ко мне обращаются лица старшего поколения, у которых работодатели заставляют выходить на работу. Это абсолютно недопустимо. И мною подписан указ о том, чтобы старше 65 лет граждане к работе не привлекались. В Якутии работают несколько горячих линий по профилактике гриппа и коронавируса. Номер единого центра Роспотребнадзора 8 800 3 5 49 43. Звонок бесплатный. Операторы принимают звонки в круглосуточном режиме. Номер управления Роспотребнадзора по Якутии 8 411 2 35 18 43. Консультации проводят по будням с 8:30 до 17 часов. Горячая линия Минздрава Якутии по коронавирусу 8 800 114 03. 2 лесных пожара тушат в Якутии, в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Возгорания локализованы. Сейчас идет работа по их ликвидации. В зоне контроля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 12 термоточек. Их общая площадь более 500 гектаров. За ними ведется наблюдение. Угрозы населению и объектам экономики нет. Между тем, огонь уже уничтожил порядка 2000 тонн сена. На сегодняшнем брифинге глава региона Айсен Николаев отметил, что причиной возникновения таких пожаров в первую очередь послужили неконтролируемые сельхозпалы. Ответственность за это будут нести главы местного самоуправления, а также руководители сельхозпредприятий и коллективных хозяйств на местах. Ульяна Шагина продолжит тему. В результате таких неконтролируемых палов на землях сельхозназначений в первую очередь большой урон понесли аграрии. На сегодняшний день сгорело порядка 1800 тонн сена. Территория пожаров составила порядка 10 тысяч гектаров. Глава региона отметил, что в первую очередь ответственность за неконтролируемые действия будут нести главы местного самоуправления и сельхозпредприятий на местах. И здесь, еще раз говорю, ответственность глав местного самоуправления, ответственность руководителя сельхозпредприятий, коллективных хозяйств, она, конечно, высока.
Хочу сказать, что сегодняшняя технология, космический мониторинг, позволяет нам с помощью сил МЧС выявить происхождение любого пожара на территории нашей республики. И вот по всем пожарам, которые проходят у нас на землях сельхозназначения, сегодня идет расследование и выявляются ответственные, которые, безусловно, будут к ответственности привлечены, потому что это недопустимо, скажем так, безответственно подходить к сельхозпалам и допускать их распространение на земли сельхозназначения, на земли лесного фонда, допускать уже потерю заготовленного сена. Так, и, соответственно, таким образом органы правопорядка расследование ведут, и уверен, что в ближайшее время расследование будет уже закончено по ряду дел, приведших к этим пожарам. Большие потери кормозаготовок понесли аграрии Амгинского, Татинского, Чурапчинского, Усть-Алданского районов. В основном полыхают земли в центральной Якутии. Правительство республики сейчас отрабатывает вопрос компенсации за пострадавшее сено. Сегодня на заседании КЧС этот вопрос стал во главу угла. Минсельхоз нашел источник у себя, и мы делаем перемещение. Распоряжением правительства это будет сделано в кратчайший период. Примерно какая сумма здесь? Но предварительно Минсельхоз подал на 7 миллионов рублей. По всей видимости, сумма будет увеличиваться, потому что ущерб растет. Аграрии на местах сейчас ведут предварительную оценку ущерба. Главам муниципальных районов поручено организовать работу по приобретению и транспортировке сена для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от лесных пожаров, в том числе за счет бюджета муниципального образования, а также предоставить пакет документов в адрес Министерства сельского хозяйства. Рассматривал вопрос покупки, значит, покупатель и продавец. Вот в этом плане уже начали работу. Практически сегодня, можно сказать, одно предприятие, Чурапчинский район, сейчас уже договаривается с якутским хозяйством Баграх, 200 тонн они готовы продать. И цены вопроса там они тоже определяются, и мы должны деньги направить в хозяйство, тем, кто пострадал, а те люди, которые пострадали, направляют средства продавцам. Вот такая работа будет проведена. Между тем, продолжительная засуха в регионе привела и к проблемам по сбору урожая, в частности по зерне и картофелю. Так, из запланированных 76 тысяч тонн в Якутии в этом году соберут всего 70 тонн картофеля, что составляет 75% от плана. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, основные причины возникновения лесных пожаров – человеческий фактор. Так, по вине местного населения установлены 14 случаев неосторожного обращения с огнем в лесах. По результатам проверок возбуждены уголовные дела и дела об административных правонарушениях. В эти выходные удалось установить виновного в возникновении лесного пожара в Амгинском районе. Сейчас проводится проверка. Проблемы и перспективы устойчивого развития Севера и Арктики сегодня обсудили участники второго международного северного форума на онлайн-площадках в Якутске. В силу экстремальных условий и огромных расстояний без транспортной инфраструктуры говорить о развитии Арктики невозможно. Поэтому основной темой форума стали транспорт и малая авиация. Также участники Северного форума обсудили вопросы сохранения языков и культуры малочисленных народов Севера. Кроме этого, Республика Саха-Якутия также стала инициатором в Арктическом совете проекта цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. И сегодня этот проект уже получил поддержку. Уже в конце октября этого года сможем доложить о том, что этот проект стал проектом Арктического совета. Очень много партнеров в этом проекте из разных стран, поэтому вся эта работа, она будет продолжена. И я надеюсь, что такой кумулятивный эффект от проведения Северного форума по устойчивому развитию, он непременно будет и будет улучшаться кардинальным образом качество жизни в Арктике. С 1 июля в Якутии введен специальный налоговый режим для самозанятых. Его особенность в том, что при его использовании нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Новая система налогообложения несет в себе ряд преимуществ, в том числе пониженную процентную ставку и возможность зарегистрироваться через приложение. Однако существует и ряд ограничений. Так, новый налоговый статус не могут получить те, чей доход в год превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей, а также те, кто занимается перепродажей продукции, реализацией товаров с обязательной маркировкой, добычей или реализацией полезных ископаемых, сдачей в аренду нежилой недвижимости. По результатам прошлого года было более 32
миллиардов дохода от всего лишь 4 регионов нашей страны, да, и с этого года практически все регионы подключились, в том числе мы вот с 1 июля, и по состоянию вот на 25 число сентября этого года в республике зарегистрировано более 2800 граждан, и в том числе 46% это по городу Якутску. Ленск преображается. Одно из самых излюбленных мест для отдыха. Городской парк на протяжении нескольких лет меняется в лучшую сторону. Сейчас на территории парка идет стройка. По новым тротуарным дорожкам прогулялась Анна Кожевникова. Свежая плитка под ногами вместо привычных тропинок с перепутанными, выступающими на поверхность земли корнями деревьев, которые в темное время суток для ленчан были настоящей угрозой на пути. А многие именно через парк сокращают дорогу к дому. Скоро здесь появится и освещение вдоль всех этих выложенных тротуарных дорожек. Управление архитектуры и строительства при главе республики обратило внимание в сторону нефтегазодобывающей столицы Якутии. В этом году был частично профинансирован проект реконструкции городского парка культуры и отдыха в Ленске. Присоединилась к денежным вливаниям в местное благоустройство и районная администрация. Полностью сметная стоимость составляет 127 миллионов, 130 миллионов, да. И думаю, что на этом наши работы не прекратятся. Если мы в следующем году завершим работы, которые предусмотрены соглашением с Ленским районом, да, дальше будут вливания и со стороны бюджетов разных уровней, но еще к нам присоединятся наши градообразующие предприятия. В парке появится и новое строение многофункционального центра, в котором будут располагаться кафе, клубное помещение и теплый туалет. Об этом объекте давно мечтали все ленчане. Работы по возведению МФЦ будут завершены к концу октября. Здание строят исключительно из качественного материала. В основном вся древесина, который обшивочный материал, половые тоска, это все заказной, все именно сухой тоски. Идеально строгано, то, что по проекту требуется, мы все соблюдали, и толщина металла, и марки металла. Это тоже все заказано, все привозное, все тоже привозное был. Ну, по поставке, конечно, немножко мы долго ждали, но ничего, мы не справимся. По срокам мы однозначно сдадим. Также возле многофункционального центра будет возведен детский игровой комплекс, а еще один появится на месте бывшей танцевальной площадки. Деньги на второй выделила районная администрация. На входе со стороны улицы Чапаева установят новую входную группу. В прошлом же году здесь появились скейт-парк и уличные тренажеры, поэтому ленчанам есть где отдохнуть, просто погулять или провести время с пользой. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Автопробег из Питера в Мирный на природном газе вышел на финишную прямую. Автоколонна прибыла в город Усть-Кут 2 октября. Автомобили прибудут в Ленск и начнется финальный этап – переезд из Ленска в Мирный. На сегодняшний день участники пробега преодолели более 7 тысяч километров, посетили более 30 городов России. Напомним, что цель автопробега – популяризация автомобилей на газомоторном топливе. Метан гораздо экологичнее и экономичнее бензина и дизельного топлива. В среднем на легковом автомобиле на газомоторном топливе километр дороги обходится автовладельцу чуть более чем в 1 рубль. На жидком топливе эта стоимость увеличивается почти в 3 раза. Проблем у нас с заправками не было по нашему пути, то есть везде нам хватило газа доехать. Автомобиль экологичный, экономичный, комфортный, то есть экономия составила в районе 2–2,5 раз дешевле мы доехали, чем на дизеле. Сейчас еще пока рано какие-то делать подсчеты. У нас все записано, в Москву приедем, все посчитаем. Для меня автопробег на данной точке закончен. Ребята некоторые едут дальше, я улетаю домой. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.